Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. В это сложно поверить, но это обязательно будет с вами в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, крупные знаки вышли, это очень хорошо. Это говорит о том, что ваше будущее, оно уже предопределено. И здесь очень яркие события у вас идут. Ну, давайте начнем вот прям с самого корня рисунка. В корне рисунка у меня какая-то прибыль, денежная прибыль, какой-то результат, какое-то достижение, какая-то возможность, да, зарабатывать, либо много-много заработать. Эта возможность идет по справедливости, по вложенному труду и по вашим стараниям и намерениям. Кто хочет заработать, кому нужны деньги, определенная сумма, у вас по судьбе будет предоставлена возможность на то, чтобы все это реализовать. Кто у меня сейчас работает и никак не может выбраться из сложного положения по финансам, либо заработать нужную сумму, либо получать справедливую оплату, то у вас откроется возможность либо перейти на новую работу, либо даже чем-то вот прям своим заняться, где будет стопроцентная отдача. Вот сколько вы вкладываете, столько вы и получаете. Здесь прям такая огромная монета дается. Монета, и от этой монеты еще отходят какие-то пути дорожки. То есть возможностей будет много, не одна. Либо у вас появится несколько источников дохода, там 2-3, да, вот как-то будете прям отовсюду денежку получать, брать, притягивать в свою жизнь. Сразу хочу отметить, что у кого-то из девочек идет материальная поддержка. Помимо того, что вы сами, как говорится, с усами можете заработать, так еще вас кто-то будет на постоянной основе материально поддерживать. Это может быть ваш супруг, настоящий либо будущий. Это могут быть ваши дети, да, которые устроятся на хорошую работу, будут вам помогать, финансово вас поддерживать. А у других также отыграться может и ситуация какой-то финансовой помощи по вашему запросу, либо по вашему обращению. Да, кому-то вы обратитесь, и вас будут на постоянной основе материально поддерживать, спонсировать, либо выделять вам определенную сумму денег, доплату, выплату. Кстати, тоже очень неплохо. Так, с деньгами мы разобрались, да, чтобы не было вопросов. Деньги в вашей жизни будут. И будут в достаточном количестве. По крайней мере, вот то, что вы для себя хотите, точно будет. А у кого-то отыграется, что будет в несколько раз больше. Так, если, например, вы сейчас в паре в браке, и ваш партнер не работает, ну и у вас, например, проблемы тоже там с работой, либо с получением оплаты, но по-разному бывает. Здесь вот именно для пары, для мужчины и женщины, идет даже какое-то одно дело на двоих. То есть от женщины идет ее ум, идет ее интуиция и вот как чутье, да, чутье, куда вложиться, чем заниматься. А от мужчины идет роль того, кто исполняет. То есть женщина — генератор идей, а мужчина — это исполнитель. То есть в таком тандеме вам удастся заработать на все и сразу. Понимаете, на все ваши потребности, на все ваши хотелки, на все ваши желания. Так что, мои хорошие, деньги будут. То есть финансовый вопрос, он просто закрывается. Да? Вот эта огромная монета, она идет, и эта монета гораздо больше, чем вы. Вот, несоразмерно вашему рисуночку, вашему образу. Так что не переживайте. Это прям первоочередная ситуация, которую вы получите в свою жизнь. Да, вижу, что не ждете, да, вижу, что для вас это проблема очень большая. И, возможно, как ничего не предполагает, не располагает к тому, чтобы вы начали зарабатывать. Но поверьте,
эта монета, она огромная, и она к вам идет, и от нее еще вот эти две дорожки расходятся. То есть это не один способ зарабатывания, либо не один источник, с чего вы будете получать деньги. Так, следующий момент. Момент какого-то ожидания, которое очень сильно затянулось. Ожидание, ну, из-за какого-то человека вы ждете, либо от какого-то человека вы чего-то ждете. Вы уже не верите в то, что это будет. Вы, вы достаточно прагматично настроены, и вам кажется, что все, да, ну зря я жду, зря вообще все это было, столько времени потратила, может быть, по-другому надо как-то было действовать. И вот в момент, когда вы от этого человека отворачиваетесь и говорите, ну все, махнули на него рукой, да, либо на нее, и отворачиваетесь, в этот момент человек начинает вас догонять. Смотрите, у одних отыграется, что это любовная тема, то есть вы очень долго ждали, что человек сделает вам предложение, что человек к вам проявится, что человек к вам потянется, да, выберет вас в конце-то концов. И это не происходило. И в момент, когда вы отворачиваетесь от этого человека, говорите, все, не хочу тебя, устала, задолбалась тебя ждать, да, человек вот прям в припрыжку бежит, ну как же, родная, не оставляй, я все понял, я там твой, тебя выбираю, тебя только люблю. Если мы говорим о долгах, например, вам кто-то должен, либо кто-то вам что-то пообещал, вы все ждете, вы надеетесь, и это не происходит, вы тут же себе говорите, ну все, да, значит, и не будет, да, зря я жду. Вы отворачиваетесь от этой ситуации, и человек о вас вспоминает, идет к вам и говорит, ну вот прости, вот такая ситуация, не было денег, не было возможности, я перед тобой виновата, да, и человек вам возвращает долг, либо делает то, что пообещал. Да, ну, как с опозданием, но вот в последний момент, в момент, когда вы отворачиваетесь. Так, следующий момент. Следующий момент связан с каким-то важным документом. Письмо, документ, мне почему-то идут именно документы. Документы, которые вам очень нужны, очень важны, очень желаемы вами. Но у вас как будто бы нет никаких шансов на то, чтобы эти документы получить. Либо вам кажется, что у вас нет никаких шансов на то, чтобы документы получить. Смотрите, что-то будет меняться радикально и одномоментно. Эти изменения, они откуда-то, ну вот, как сверху вниз спускаются. То есть, возможно, это какие-то законы, какие-то правила, какие-то, может быть, там разрешения, одобрения. Ну, да, изменения в законах. Изменения в законах, какие-то поблажки, смягчения по законам, либо принятие какого-то нового закона, который вам поможет. То есть документ, который вы хотите, вы его получите. Вы его получите, причем как-то быстро вы его получите. То есть получается, что вы ждали, либо вы думаете об этом документе и всегда думаете, ну нет, да, ну вот не могу, не получается. Нет возможности, там, какие-то правила, да, которые я не могу обойти. И тут такой трах-бах, что-то происходит, и вы прям сразу можете пойти и все это получить. Причем как-то, не могу сказать, что дешево, но, возможно, придется потратиться, там, заплатить за что-то, какие-то пошлины, сборы, может быть, там, адвокату заплатить. Но, тем не менее, вы как-то очень быстро получаете, чуть ли не за, там, не знаю, 2-3 дня вы будете получать этот документ. И для вас это будет такой шок, да, что я так долго там ждала, либо так долго мучилась, так долго переживала, а все так просто, да, все так легко. Приняли какой-то закон, какая-то поблажка вышла, какая-то коррекция в законах, и вот, пожалуйста, у меня этот документ, вот он у меня в руках лежит. Такое прям событие. Так, еще вышла цифра 23. Мои хорошие, кем бы вы ни были, мужчины, женщины, эта цифра обещает вам какую-то крутую перемену в жизни. К сожалению, я не могу вам сказать, что это за перемена. Но эта перемена, она будет просто глобальная для вас, для вашей жизни, для вашего качества, уровня жизни, для вашей наполненности по жизни. Именно 23 число. Это именно число. К сожалению, я не могу сказать, какой месяц. Здесь этого вообще не показали. Просто вот цифра 23. Цифра 23, которая кардинальным образом все меняет в вашей жизни, в лучшую сторону, потому что цифра вышла у нас в правой стороне. То есть такая заветная цифра. Так.
Но вот единственное, что вот такой намек есть, что, возможно, это время холодное, когда на улице холодно, когда солнце совершенно либо не светит, либо очень мало, да, солнца на небе. Какое-то короткое время солнце приходит на небо. Я не могу сказать, что прям зима, но точно могу сказать, что холодно. Да? На улице будет холодно. Холодно и будет мало солнечного света. И в это время, да, может быть, это какая-то поздняя осень, может быть, это зима, да, у вас выстрелит эта цифра в прямом смысле этого слова. Вы на этой цифре прям вверх поднимаетесь. Вверх, да, как на несколько этапов вверх сходите, несколько ступенек. В этот день вы просто себя очень счастливым человеком почувствуете. И это состояние счастья, удовольствия от жизни, оно с вами надолго останется. Да, вы дальше по жизни с таким чувством пойдете. 23. Запомните, пожалуйста. Так, следующий момент. Здесь у меня невеста. Вот как ни крути, невеста в красивом шикарном платье с фатой. Невеста, которая влево смотрит. Угу. Девочки, у кого в жизни не было свадьбы? Вот вы не были невестой, да, возможно, вы замужем, возможно, вы в гражданском браке, но вы не примеряли на себя вот это красивое белое платье. Вам, невестой, вот такой красивой, прекрасной быть 100%. Вот именно в платье. Здесь идет законное сочетание брака, плюс еще какой-то, ну, типа ритуал, обряд, может, венчание, может быть, какие-то клятвы будете друг другу давать. Да, что-то либо религиозное, либо вот именно знаковое для пары. Это будет, это 100% будет. В левой стороне либо человека этого вы еще не знаете, либо это человек где-то за границей, да, и вся эта процессия, свадьба, да, красивая, шикарная свадьба состоится за границей. Опять же, за границей вашего города, вашей области, либо вашей страны, вашего континента тоже может отыграться. Это первый момент. Второй момент. Девочки, которые были замужем, но ну, как-то плохо, да, сложилась ваша семейная жизнь, у кого-то даже трагично, то есть вы могли овдоветь, например, да, либо просто развестись, либо овдоветь. И вы вот прям для себя такую установку взяли, что я буду жить там памятью моего усопшего супруга, либо я больше никогда не пойду замуж. Да, я буду там лучше просто встречаться, там любовничка себе заведу, но замуж точно не пойду, потому что прошлые отношения очень болезненно, да, отразились на моей жизни. Ну, зря вы, конечно, такую планочку взяли. Здесь выше говорят, что брак точно будет. Будет, и по этому платью, по этому сердцу, по этому джентльмену я могу сказать, что брак будет очень счастливый. Да, вот как бы вы сейчас не кривились, не отмахивались и говорили, не пойду, не буду, будете. Будете, пойдете и будете очень-очень счастливы. Да, очень классный мужчина идет. Мужчина, который вам прям свое сердце отдает. Отдает, и он будет любить вас, а вы будете любить его. Вообще, видите, вот сердце из двух половиночек состоит. Его половинка, она очень классная, полноценная, а ваша немножечко такая, знаете, вот без одного элемента. То есть ваше пораненное сердечко этот человек залечит. Залечит, у вас с ним очень классная совместимость. И вот когда вы вместе с ним соединитесь, какая-то прям идеальная стыковка у вас произойдет. Да, да. Свадьба будет. И опять же хочу уточнить, неважно, сколько вам лет, неважно, что было в вашем прошлом, если вы принципиально против брака, либо у вас никогда не было свадьбы, вот это предсказание для вас. Да? Быть невестой в прекрасном белом платье, выйти замуж и быть любимой, любить, быть счастливой. Это 100%. Так, идем дальше. Здесь у меня ну, какая-то женщина, которая вредит. Вредит, у кого-то в открытую, у кого-то скрыто. Ну вот вред вам приносит. Либо в прошлом как-то причинила вред вам, в вашей жизни. И все это отразилось на вашем, например, состоянии здоровья. Отразилось на вашем кармане, отразилось на вашем
ну, на вашей карьере, да, вот на чем-то очень сильно в вашей жизни отразилось, очень негативно. И причем как-то резко это все произошло. То есть жили вы не то жили, а потом бац, чем-то заболели. Либо там проблемы с деньгами начались, либо проблемы на работе, проблемы в личной жизни. Ну, здесь очень похоже на какую-то порчу, если честно. Я хоть не люблю такие темы на общих, но если выходит, я просто обязана об этом сказать. То есть такое впечатление, что она на вас, ну, либо негативно вела, либо она... Ну, нет, все-таки это негатив, да. Я не могу сказать, что она вас где-то подставила, оклеветала. Нет, это похоже очень на негатив. Причем негатив заказной. То есть она не сама делала, скорее всего, где-то у кого-то заказывала. В общем, просто так вам досталось от этой женщины. Вы перед ней ни в чем не были виноваты. Вы, как говорится, ни сном, ни духом, а вот она вам такую гадость сделала. У кого-то, кстати, отыграется, что, возможно, она даже и мужчину из семьи увела, да, либо жениха из-под венца увела таким образом. И вы долго не могли прийти в себя, вы долго не могли восстановиться, а кто-то даже и сейчас страдает. До сих пор вот какие-то, может быть, последствия этой порчи на себе ощущают. Смотрите, что обязательно случится. Во-первых, эта женщина будет очень жестоко наказана. Именно жестоко. И именно наказана. Наказана она будет дважды. Первый раз у нее идет наказание от людей. То есть это закон, это власть, это, ну, даже, может быть, какие-нибудь, не знаю, внутренние разборки. Да? То есть она могла кому-то что-то сделать, человек сказал: ах ты, нехорошая эта женщина, и вот он ее чем-то накажет. Да? Либо, ну, если это две женщины там ругаются, то есть может быть какой-то, ну, либо срок, либо преследование, либо ранение, да, увечье, может быть. И второй раз она будет очень жестоко наказана, ну, вот, на исходе своего жизненного цикла. То есть здесь ее могут лишить всего и сразу, то есть лишить ее, например, там, дома, денег, близких людей, да, то есть как бы старая, больная в одиночестве, причем где-нибудь там в чужом помещении. Вот такой момент идет. Ну, это жестоко. Вот то, что ее ждет, это реально жестоко. Это вы должны знать. Это первый момент. И второй момент. Все то, что она у вас забрала, либо все то, чего она вас лишила, к вам вернется. К вам вернется. Например, забрала у вас здоровье, здоровье вернется. И вернется, и восстановится, и улучшится. Забрала она у вас любовь из жизни. Любовь к вам вернется. По крайней мере, этот человек будет делать попытки к вам вернуться. То есть идет возврат. Возврат того, чего вы были лишены, либо того, что у вас украли. Я не знаю, как порадует вас эта информация, огорчит, но вот в левой стороне это вышло. То есть я так понимаю, что вы не хотите об этом не думать, не вспоминать. Вам бы лишь бы от этого негатива избавиться. Вы, во-первых, да, избавитесь от этого негатива, у вас тут, ну, прям совсем чуть-чуть осталось. Время выходит, да, потому что все у нас в нашем мире живых, оно все зациклено на время. Ничего нет вечного, ничего нет постоянного. Все течет, все изменяется. Вот время вашего негатива выходит. Если вы себе сами поможете, ну, например, начнете читать молитвы, начнете делать чистки, может быть, кому-то обратитесь, это все ускорится. Если вы ничего не будете делать, да, ну, еще буквально тут пару месяцев, да, и все это с вас сойдет. Сойдет, как и не было. И вот в момент, когда с вас это все сходит, смотрите, запустится обратный механизм. И полетит бумеранг. Но бумеранг ударит ее дважды. В первый раз, вот сейчас, самое ближайшее время, когда негатив сойдет. И второй раз уже на склоне ее лет, да, когда человек особенно беззащитный, нуждается в помощи, в поддержке в собственном доме, в близких людях. То есть, да, чтобы прям добить и еще прижизненно добить. Вот так идет. Но здесь справедливость, я считаю, будет восстановлена целиком и полностью, даже немножечко с загибом. Да. Видно, не только перед вами она виновата, то есть будет получать вот прям за всех и сразу. Так, идем дальше. Здесь у меня два человека, которые друг друга любят, но по какой-то причине вместе быть не могут. Очень похоже на какие-то тайные, скрытые отношения, либо отношения в четырехугольнике. Очень сильная любовь,
Мало того, она еще и по судьбе это любовь. Здесь ваша любовь, смотрите, находит, обретает защиту. Высшие силы вмешаются в ситуацию и уберут все препятствия и преграды с вашего пути. Кто-то сейчас в отчаянии заламывает себе локти и говорит: Боже, ну как же так, да, как же это несправедливо, ведь мы так любим друг друга, мы созданы друг для друга, но при этом мы не можем быть вместе. Вот эти все препятствия, все эти помехи будут убраны с вашего пути. Вы под защитой, надежной защитой, именно пара под защитой. И также сюда подойдут те, кто сейчас на каком-то расстоянии и нет никакой возможности съехаться, объединиться. Опять же, да, какие-то прям серьезные обстоятельства, которые не позволяют. Если семья, либо ваша, либо мужчины против, вот какими бы ни были эти помехи, высшие силы берут вашу любовь, ваши отношения под защиту. Вы будете вместе. Вы пройдете этот сложный путь, уже почти его прошли, и высшие наградят вас тем, что вы будете в союзе. Ваша любовь, она будет дальше развиваться, процветать, радовать вас, да, и приносить свои плоды в виде, например, деток, да, либо совместной жизни. Очень, кстати, насыщенной и полной. Это очень хороший знак. Кто тут отчаялся, кто рыдает. Все, счастье будет. Высшие силы вам его присудили. Вы действительно созданы друг для друга. Так, следующий момент. Момент какой-то карусели. Карусель событий. Карусель. Но здесь, не знаете, как идет? Человек, который закрылся от жизни. Человек, который закрыл себя в 4 стенах. Либо это сознательный выбор, либо, вот так сложились обстоятельства, что вам и пойти некуда, там, познакомиться не с кем, работать негде, реализовать себя некак. Да, может быть, даже по здоровью какие-то ограничения у вас есть, что вы не выходите из дома. У вас тут прям запускается карусель. Карусель событий, очень ярких, очень наполненных, и жизнь у вас начинает играть другими красками. Во-первых, вас куда-то будут перемещать, либо вы сами будете куда-то перемещаться. Как отъезд, переезд, не знаю, путешествие, поездка, отпуск. И там жизнь через край. Какие-то новые люди, какие-то новые возможности, знакомства. Прям шик, блеск, красота. Да? Из вот этого одинокого человека, из отшельника, вы превращаетесь в социально активную личность. Даже у кого-то идет, даже переоценка ценностей какая-то идет, да? Поверить в себя, поверить в то, что жизнь продолжается, что я могу, что у меня получится. Кто-то после этой поездки, после этого отпуска, отдыха, не знаю, путешествия, даже чем-то начнет серьезным заниматься. Может быть, бизнесом, может быть, какой-то активной деятельностью начнет заниматься. И вы знаете, вот у вас, как ни странно, да, все будет получаться лучше, чем у других. То есть практически я не вижу, чтобы у вас была конкуренция. Вот куда бы вы ни пришли, с кем бы вы ни общались, вам все рады, вас все встречают, да, другому человеку отказывают, а вам дают. Прям жизнь начинает улыбаться. Да. Это даже как не карусель, а как колесо удачи. Да. Фортуна. Знаете, как перезапуск вашей жизни идет. Перезапуск. Вот эти стены, они просто рухнут. Даже вы сами их снесете. Вот не захотите больше возвращаться в эту отшельническую жизнь, а начнете жить полноценно, очень ярко, очень активно. И даже какую-то роль сыграете, не знаю, в общественной жизни, в политической жизни. Как-то вы даже прославитесь, в хорошем смысле этого слова. Ну, а кто-то, например, начнет, я не знаю, там, какую-то артистическую, может быть, даже карьеру. Да, почему нет? Потому что вы здесь у меня выходите персоной очень видной, очень яркой и социально значимой. Понимаете? Вот вас многие знают, узнают, любят, вам рады. Там, не знаю, автографы берут, либо по имени вас знают. Да? Вот такой момент идет. Человек, который долго был отшельником, превращается в яркую звезду. Так идет. Так, и еще буква В вышла. Буква В и какая-то непростая дорога для буквы В. Либо это вас зовут на букву В, может быть, фамилия у вас на букву В, либо ваш, например, близкий человек с инициалом на букву В.
Здесь дорога однозначно указывает на какой-то переезд, отъезд, иммиграцию. Даже если вы сейчас скажете, да, у меня возраст не тот, то куда я поеду, да, что я буду делать. Но здесь именно переселение, релокация идет. И вы знаете, она такая будет легкая, успешная. Не знаю, может быть, какая-то даже специальная программа по переселению, либо по помощи в эмиграции. Вот на вас выйдут какие-то люди, вот в прямом смысле слова, да, люди, организация, и вам будут предлагать. А вы, не знаю, вы не откажетесь, да, либо у вас возможности не будет отказаться, да, будут такие условия поставлены, что вы с радостью согласитесь. И вы знаете, жизнь вот прям диаметрально поменяется. Диаметрально. Вот было как-то пусто, грустно, скучно, а станет ярко, весело, богато. Так мне идет. Опять же, особенно отыграется у людей, которые, например, ни о какой эмиграции не думают и не мечтают. Да, которые, может быть, особо даже никуда в своей жизни и не ездили, не выезжали. Вот, особенно для вас отыграется. Вот. А если вы планировали эмиграцию, если вы долго хотели этого, и у вас инициал на букву «В», имя либо фамилия, то знайте, что на вас выйдут люди, которые очень крутую программу вам будут предлагать. В принципе, там, может быть, затраты какие-то минимальные, а то и вообще без затрат. И, это как счастливый билетик. Счастливый билетик в новую жизнь идет. Так, и еще. Вот здесь, в самом венце, нам показали очень четкую картину. Когда вас ангел просто вот, я не знаю, спасает, закрывает и от чего-то прям уберегает. Это будет момент истины, это будет момент чуда, момент исцеления, момент спасения, момент исполнения, да, в какой-то вашей мечте, в каком-то вашем желании. То есть высшие силы не только через, например, меня, но и наяву вам докажут, насколько вас любят, насколько вас ценят и насколько вы важный человечек в этом огромном мире, да, вот в глазах высших сил. В венце это все вышло. Поэтому, мои хорошие, знайте, что вас любят, что вас защитят, что вам помогут. Вот в моменте, когда вам либо больше всего будет нужно, либо в моменте какого-то прям сильного разочарования. Вот произойдет чудо, случится чудо, вот как явление даже какое-то произойдет. И вы убедитесь в том, что вы очень нужны, важны высшим силам, что вы под защитой высших сил, что высшие силы вам покровительствуют. Да? Они вас слышат, они вас видят, и они готовы помогать, протягивать вам свои, не знаю, ручки, крылышки, да, предоставлять вам то, чего вы хотите. Идет такой момент. Он обязательно будет в вашей жизни, и он, кстати, очень сильно вас поменяет вот в сторону, не знаю, религиозности, в сторону чистоты веры. Да? Вот вы, может быть, и сейчас верите, но когда случится это чудо, вы станете намного более верующим человеком, да? Человеком, который без сомнений доверяет высшим силам. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.